Уважаемые коллеги, тема нашего сегодняшнего семинара – инновационные методы преподавания английского языка, русского языка и литературы. Цель семинара – обобщение и распространение педагогического опыта по применению инновационных методов. Сегодня на семинаре наши учителя продемонстрируют с помощью панорамных уроков, как они применяли различные методы. Я надеюсь, что на сегодняшнем семинаре вы получите полезную информацию, которую в дальнейшем вы будете использовать в своей практике. А сейчас я предлагаю вам прослушать информационную презентацию руководителя методического объединения английского языка, русского языка и литературы Аманжоловой Алмагуль Ексбаевны. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, да? Да, слышно. Спасибо большое. В Казахстане цифровизация школьного образования является одним из ведущих трендов в процессе его реформирования. Цифровизация школы предполагает создание комфортных и эффективных инструментов для всех вовлеченных в этот процесс игроков, учащихся, их родителей, педагогов, администраторов системы образования. Современные дети не могут представить себе мир без гаджетов и интернета. Поэтому процесс их обучения должен проходить в привычной для них цифровой среде. Инновационные разработки и новейшие технологии сегодня, как никогда, отвечают основным принципам педагогики – доступности, наглядности, вовлеченности, сознательности и активности, взаимосвязи, теории и практики. В нашей школе реализуется проект «Цифровая школа». Цель проекта – повышение эффективности и качества образовательного процесса за счет внедрения цифровых технологий. В рамках проекта были проведены семинары на темы разработка и использование электронных учебников, создание электронного портфолио педагога средствами Google, как создать QR-код, использовать его в процессе обучения, что такое Plickers и как его использовать учителю в классе, возможности интернет-платформы Google Classroom. Учитель – профессия творческая. Применение цифровых образовательных ресурсов оправдано, так как позволяет активизировать деятельность обучающихся, дает возможность повысить качество образования, повысить профессиональный уровень педагога, разнообразить формы общения всех участников образовательного процесса. На этапе закрепления при суммативном оценивании за раздел педагоги нашей школы составляют тесты и задания на Google формы, разнообразные мультимедийные интерактивные упражнения, Learning Apps, OrtAll, используют возможности виртуальной доски Padlet. Это очень удобные и современные онлайн-инструменты для создания форм обратной связи. Padlet – виртуальная доска для онлайн-уроков, инструмент дистанционного обучения, который можно использовать почти на любых предметах. Удобство сервиса в том, что обсуждать задания можно в режиме реального времени. Ученик вывесил свою работу на доску, а учитель ее сразу увидел и смог оценить и прокомментировать, не собирая тетради и не скачивая документы на компьютер. Зарегистрироваться в Padlet просто с помощью Google, Microsoft или Apple аккаунта. Особенность платформы в том, что ей одновременно могут пользоваться несколько человек, например, все ученики в классе, и комментировать работу друг друга. О том, как можно использовать данный инструмент на уроке в школе, сегодня покажут на семинаре наши учителя. Quizzes – добротный интернет-инструмент оценивания учащихся, применяется активно учителями английского языка. Использование веб-сервиса Quizzes на уроках позволяет объективно оценить ученика, подвести итоги. Учитель видит всех присоединившихся к тесту в реальном времени. Когда все готовы, нажимает на своем компьютере кнопку «Начните», и все начинают выполнять онлайн-тест. Синхронность процесса минимизирует у обучающихся возможность обмена
ответами. В конце теста ученик видит результат выполненного задания. Нажав на кнопку «Изучить карточки», ученик сможет проверить правильность своих ответов. У учителя в личном кабинете на сайте Quizzes в режиме реального времени отображаются результаты теста всех учеников, в том числе со статистикой по каждому вопросу. После полного прохождения теста либо другого задания детьми автоматически формируется рейтинг с результатами обучающихся. Безусловным плюсом является то, что на проверку работы обучающихся приходится тратить очень мало времени, так как все результаты выводятся моментально в виде отчета о прохождении тестирования и представлены в процентном эквиваленте, которые можно в дальнейшем перевести в бальную шкалу отметок. Учителя нашей школы стали активно практиковать метод перевернутого урока. Это такая инновационная модель образования, при которой типичная подача учителя материала на уроки и процесс выполнения учащимися домашнего задания представлены наоборот. Учащиеся смотрят дома короткие видеолекции, в то время как в классе отводится время на выполнение упражнений, обсуждение проектов и дискуссии. Перевернутое обучение подразумевает, что вместо традиционного домашнего задания учащиеся самостоятельно проходят тот материал, который должны были бы пройти в классе, а на уроке вместе с учителем выполняют практические задания, закрепляя теоретические знания. Иными словами, дома дети выполняют классную работу, а в классе домашнюю, перевернув тем самым процесс обучения. Понятие перевернутого обучения опирается на такие идеи, как активное обучение, вовлечение учащихся в общую деятельность, комбинированную систему обучения. Во время учебных занятий роль учителя – выступать тренером или консультантом, поощряя учеников на самостоятельное исследование и совместную работу. Сегодня на семинаре вам будет представлен как раз перевернутый урок. Желаю коллегам успеха в работе. Уважаемые коллеги, мы хотели бы, чтобы вы в конце нашего семинара оставили обратную связь, перейдя по ссылке, которая имеется в программке. Следующую информационную презентацию представить учитель русского языка и литературы Исинаманова Хадила Ибеликпаевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашей сегодняшней информационной конференции – приемы и методы работы с детьми в условиях инклюзивного образования. Развитие системы инклюзивного образования – одно из приоритетных направлений государственной программы развития образования Республики Казахстан. Права детей с особыми образовательными потребностями на получение равных прав к качественному образованию закреплены законодательством Республики Казахстан. Инклюзивное образование. Что это такое? Это процесс совместного воспитания и обучения лиц с ограниченной возможностью здоровья и нормально развивающихся сверстников. Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы включить всех детей в школьную систему и обеспечить их равноправие, а также в организацию условий, благоприятных для профилактики или преодоления вторичных дефектов, уже возникших вследствие инвалидности, для реализации личностного, интеллектуального потенциала, эмоционального, коммуникативного, физического развития этих детей. Главные преимущества инклюзивного образования – это уверенность в себе, общение со сверстниками, адаптация, интеграция в общество, полноценное образование. Наряду с основными традиционными принципами работы существуют общие принципы правила коррекционной работы. Это индивидуальный подход к каждому ученику. Второе. Использование методов, активизирующих познавательную и практическую деятельность обучающихся, формирующих необходимые учебные навыки. Проявление педагогического такта, постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребенку, развитие в нем веры в собственные силы и возможности. У большинства учеников СОВЭЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности.
Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приемов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности как образовательного, так и коррекционно развивающего процесса. Наиболее приемлемыми методами и приемами в практической работе учителя с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности, считаем те, что содержат опору на наглядный материал, практическую деятельность обучающихся, ведущий вид деятельности, игровой, краткие и четкие инструкции, личный опыт обучающихся, ситуации успеха. Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ на уроках можно использовать следующие активные методы и приемы обучения. Метод рефлексии, необходимый в процессе коррекционно-развивающего занятия на завершающем этапе всего занятия. Учитель должен обязательно уточнить изменения настроения ребенка в ходе занятий. Это ценная информация для корректировки своей деятельности. Использование сигнальных карточек при выполнении задания, либо оценивать его правильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. Использование ставок на доску. При выполнении задания, разгадывании, кроссворд и так далее. Детям очень нравится соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания. Чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на вопрос или выполнить предложенное задание лучше других. Узелки на память. Данный прием можно использовать в конце изучения темы для закрепления, подведения итогов в ходе изучения материала, для оказания помощи при выполнении задания. Следующий метод – использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связанной речи. Если привычной, желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Внедрение современных компьютерных технологий в школьную практику позволяет делать работу учителя более продуктивной и эффективной. Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, расширяя возможности организации взаимодействия учителя с другими участниками образовательного процесса. Использование программы создания презентации представляется очень удобным. На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифровые фотографии, тексты. Можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение к демонстрации презентации. При такой организации материалов включаются события. Это зрительная, слуховая, моторная. Мультимедийные презентации привносят эффект наглядности в занятия, повышают информационную активность, способствуют более тесной взаимосвязи учителя и ребенка. Благодаря последовательному появлению изображения на экране дети имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. Можно урок построить на одну лексическую тему и провести интегрированные уроки, например, русский язык и урок физического воспитания. Зная интересы детей, можно уроки построить, используя темы оформления из любимых мультфильмов, одновременно пропагандируя здоровый образ жизни. Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети получают одобрение не только от учителя, но и со стороны компьютера в виде картинок, призов, сопровождающих звуковым оформлением. Не стоит забывать о здоровье-сберегающей технологии на уроке, так как здоровье-сберегающие технологии являются основным направлением в работе педагогов. Системой работы является проведение зарядки каждое утро, физкульт-минутки на уроках и игры на переменах, прогулки на свежем воздухе.
Применение здоровьесберегающих технологий необходимо для детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках. Опыт показывает, что направление данной работы выбрано правильно, так как дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются в помощи взрослых, педагогов для сохранения и укрепления их здоровья. Все вышеперечисленные методы и приемы организации обучения в той или иной степени стимулируют познавательную активность учащихся СОВЗ. Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю чередовать различные виды работы, что также является эффективным средством активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой предохраняет от переутомления и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон. Таким образом, применение активных методов и приемов обучения повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся, что в равной мере относится и к детям с ограниченной возможностью здоровья. Спасибо за внимание. Да, слышно. Спасибо большое. Предлагаю вашему вниманию панорамный урок русского языка и литературы в школах с нерусским языком обучения. Учитель русского языка и литературы Досполова Жена Райдаровна. В нашей школе реализуется проект «Цифровая школа». По реализации данного проекта каждую субботу мы изучали различные интернет-платформы для использования в учебном процессе. Я хочу поделиться с вами теми платформами, которые эффективны на уроках русского языка и литературы. Цель панорамного урока – продемонстрировать применение интерактивных методов и цифровых образовательных ресурсов на примере урока русского языка и литературы в 7 классе, который поделен на подгруппы по теме «В мире чисел». Цели обучения – определять основную мысль текста, опираясь на содержание текста, использовать виды чтения, включая поисковое, соблюдать морфологические нормы использования форм разных частей речи. Цели обучения зафиксированы в учебной программе, объем и уровень освоения знаний. Цели обучения направлены на формирование знаний и способов деятельности, приемов познавательной деятельности, навыков и умений, повышение общего уровня умственного развития, формирование потребностей и способностей к самообучению, умению учиться. Согласно целям обучения были разработаны цели урока. Определять основную мысль текста, опираясь на содержание текста, правильно употреблять числительные, согласовывать числительные с разными частями речи, определять разряды числительных. Для учителя цель – это идеальное видение результатов деятельности обучающихся, а для детей – это результат учебы. Если цели обеих сторон совпадают, то работа проделана эффективно, успешно. Первый этап урока – организационный этап. На этом этапе необходимо создать благоприятную психологическую атмосферу для включения в деятельность. Мы с ребятами обменялись взаимными приветствиями на 2 языках – казахском и русском. Было использовано стихотворное начало. Так как мы планировали работать в группах, ребятам было предложено повторить правила работы в группе и выбрать спикеров. Групповая форма организации работы на уроках русского языка и литературы позволяет активно включать обучающихся в атмосферу сотворчества, создавать мотивацию обучения, стимулировать личностное восприятие предмета. Обучающиеся оказываются в условиях, когда им хочется высказаться, так как в микроколлективе каждый ощущает свою личностную значимость, веру в свои творческие силы. Следующий этап – проверка домашнего задания. Целью проверки домашнего задания является индивидуальное повторение и закрепление учебного материала. Так как мы закончили изучать раздел традиции празднования Нового года, Наурыза и Рождества, нам было дано задание
повторить пройденный материал по разделу. На данном этапе я использовала программу WordWall. Игра «Переверни плитку» методом «Дополни предложение». WordWall – универсальный учебный ресурс, который помогает решить одну из главных задач образовательного процесса – повышение мотивации учащихся. С помощью этого ресурса можно организовать дифференциацию и индивидуализацию обучения, создавая интерактивные или печатные упражнения с учетом возможностей каждого ребенка. Я выбрала интерактивную игру «Переверни плитку». Здесь обучающиеся по одному подходят к интерактивной доске, выбирают плитку с заданием и дополняют предложение. Осуществлялась проверка по ключу. На обратной стороне плитки дан ответ. Формативное оценивание, метод 3 хлопка и словесная похвала учителя. Предлагаю, уважаемые коллеги, вашему вниманию небольшой фрагмент урока. Раздел «Наука о языке», который изучает части речи и категории и формы слов. Это морфология. Давайте проверим. Правильно? Молодец. Так, по второму вопросу кто у нас пойдет? Ислам. Перечислите самостоятельные части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, наречие. Давай проверим. Перевернуть. Правильно? Так, третий вопрос. Алина. Имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто», «что». Давайте проверим. Так, ребята, смотрите. Правильно? Вечный спутник существительное – это имя прилагательное. Давай проверим. Прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой», «какая» и «чей». Давай проверим. Имя прилагательное делится на 3 разряда. Это Какие разряды делятся? качественное, относительное и притяжительное. Притяжательные. Молодец. Давай проверим. Молодец. Выходи, Ардек. Чего вопрос выбрала? Качественные прилагательные имеют степень сравнения. Качественные. Ну-ка. Так, следующий. Идем, Фатьма. Относительные прилагательные обозначают такой признак предмета, который может быть в большой или в меньшей степени. Давай проверим. Притяжательное прилагательное обозначает принадлежность чего-либо лиц или животного. Ну-ка, давай проверим. Данное упражнение дает возможность оценить, насколько обучаемые усвоили пройденный материал. Следующий этап урока – актуализация знаний, цель которого – активизировать мышление обучающихся, подвести к определению темы и цели урока, подготовить к восприятию темы. На этом этапе я использовала метод беседы. Мы начали изучать раздел «Хобби и свободное время». Был задан вопрос: как вы понимаете значение слова «хобби»? Обучающиеся высказывали свое мнение. Далее было дано высказывание великого математика, древнегреческого философа Пифагора. Все есть число, числа правят миром. И вопросы: как вы понимаете это высказывание? Согласны ли вы с ним? Ученики высказывали свою точку зрения. Далее были заданы ребятам краткие вопросы, которые подвели их к определению темы и целей урока. Следующий этап – изучение нового материала, целью которого является овладение учащимися новыми знаниями. Для этого я использовала карточки со словами, где нужно было сравнить данные слова. Какие из них являются лишними, к какой части речи относятся лишние слова и почему. Осуществлялась взаимопроверка групп по дескрипторам. Формативное оценивание, метод большого пальца. Данное задание подвело учащихся к изучению правила имя числительное.
Следующим шагом я применила метод Джиксо для выполнения упражнения 304. Метод Джиксо предназначен для того, чтобы обучающие помогали друг другу учиться. Обеим группам были даны задания. В первой группе «Умники и умницы». Задание: прочитайте текст сказки Кривина «Таблица умножения». Определите основную мысль, найдите количественные и числительные. В второй группе «Лингва». Прочитайте текст сказки Кривина «Таблица умножения». Определите основную мысль, найдите порядковые числительные. После работы с текстом группы перераспределяются таким образом, чтобы в каждой оказался представитель другой группы. В нашем случае это спикер группы. Затем спикеры обмениваются информацией, называют основную мысль текста, указывают числительные и их разряды. По завершению возвращаются на свои места. Каждая команда оценивает представителей другой группы по дескрипторам. Следующий этап – освоение изученного материала. На данном этапе обучающиеся работают с теоретическим материалом о числительном 7 в учебнике, после чего им был предложен распределительный диктант в сервисе Learning Apps. Обучающие должны были правильно распределить слова по частям речи. Конструктор для создания интерактивных упражнений Learning Apps можно назвать универсальным, так как я его часто практикую на своих уроках. Данный тренажер позволяет учителю вести контрольно-оценочную деятельность на многих этапах урока. Данное интерактивное упражнение позволяет обучающимся проверить себя на любой стадии выполнения задания. Нажав на кнопку, ученик может увидеть результат своего труда. Я предлагаю вашему вниманию фрагмент урока. Не видно, вот что учить. Так, ага. Существительно. Другой Глагол. 11-й. 11-й порядок. Седьмой тоже. 23. Количественное. 100 тоже. Двухместное. Прилагательное. Пятилетний. Тоже. Количество. Так, давай еще, может, кто-нибудь хочет попробовать? Правильно ответила, молодец. Так, следующий, кто хочет попробовать? Ну, давай, устроить глагол, дальше. Восьмиэтажный. Так, не подсказываем, не подсказываем. Конечно, Восьмерка, не подсказываем, пусть думают. Вопрос, да? Вопрос. Столетний. это какой? Какой? Значит, у нас какая часть речи отвечает? Так, столетний у нас существительное. Существительное на какой вопрос отвечает? Кто? А нет, что? Что и? Кто? Кто? Да, и значит, это у нас не существительное. Столетний. Вопрос какой, кто поможет? Какой? Вопрос какой? Это имя прилагательное. Так, проверяем. Вот теперь правильно, молодец. Следующее. Идем, Виктория. Порядковое. Троечка существительное. 8 количественные. Трехколесные это прилагательные. 10 глагол. Что сделать? 20 это существительные. Данное интерактивное мультимедийное упражнение помогает обучающимся быстрее и глубже усвоить учебный материал. Следующим этапом была работа с учебником. Следующим этапом была работа с учебником, где ученики выполняли работу в тетрадях. Упражнение 306.
Задание. Какие сочетания слов указывают на точное количество предметов, а какие на приблизительное? В каком стиле речи употребляются названия точного количества? Точного количества. Над простыми количественными напишите «пр», над составными «сос», над сложными «слож». Ребята справились с данным упражнением, назвали сочетания слов, которые указывали на точное количество предметов и какие на приблизительное. Верно определили стиль речи и распределили числительные по их строению. Проверка данного упражнения проводилась по дескрипторам и словесной похвалой учителя. Данное упражнение дает возможность оценить, насколько обучаемые усвоили материал. Следующий этап – закрепление изученного материала. Закрепление изученного материала на занятиях может достигаться путем повторения или выполнения практических заданий с использованием изученного материала. На этом этапе я использовала стратегию «Лента» с целью активизировать мыслительную деятельность обучающихся. Закрепление изученного материала осуществлялось на интерактивном тренажере Learning Apps. Я отправила ссылку ученикам. Нужно было выбрать правильный ответ и вставить в пропусках. Все работали на своих местах. Затем одна ученица работала у интерактивной доски. Предлагаю вашему вниманию посмотреть фрагмент урока. Имя числительной самостоятельной части, которое обозначает количество предметов, числа, а также порядок предметов, при счете отвечать на вопросы, какой, который и сколько. Имя числительное делится на количественные и порядковые. Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете и отвечать на вопросы, какой, количественные числительные обозначают количество предметов и отвечать на вопросы. Числительные простыми и сложными. Так, где у нас ошибка? Какой, Давайте меняем. сколько. Давайте смотрите, верно или нет. Ребята, это не ошибка, просто порядок, да, не изменен. А в принципе было все правильно. Молодец. Использование данного тренажера способствует формированию навыков самоконтроля и самооценки. Далее заключительный этап – рефлексия и обратная связь, целью которой является осмысление способов и приемов своей работы на уроке, самооценка знаний, умений и навыков. На этом этапе я использовала виртуальную доску Padlet. Преимущество сервиса Padlet – возможность выбора дизайна виртуальной доски, возможность организации коллективной деятельности в режиме реального времени, возможность размещения материалов как с любого носителя, так и из сети интернет. С помощью QR-кода обучающиеся заходят на сервис, который дает возможность каждому ученику разместить обратную связь на доске, а учителю прокомментировать и оценить каждого. Здесь были даны вопросы: понравился ли вам урок, как проходило занятие, что вы узнали на уроке. Учащиеся отправляли обратную связь, и ответы выходили на экран, где можно было прочитать все комментарии учащихся. И
Заключительный следующий этап – домашнее задание. Дифференцированное домашнее задание. Первое. Составьте синквейн к слову «число». Второе. Составьте кластер на тему «Наши праздники в цифрах». И третье. Написать эссе «Имя числительное в нашей жизни». Уважаемые коллеги, на этом мой панорамный урок подошел к концу. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Анисимова Наталья Олеговна. Предоставляю вам урок по русскому языку в 9 классе на тему «Книги в нашей жизни. Бессоюзные сложные предложения». Мой урок был проведен по методу перевернутого класса, а именно групповой перевернутый класс. Эта модель добавляет новый элемент, помогающий учащимся учиться друг у друга. Работа над новой темой начинается стандартно, с лекционного видео и применением других ресурсов дома. А новая начинается, когда учащиеся объединяются в группы и работают над заданиями вместе. Данный формат побуждает детей учиться друг у друга, помогает не только изучать правильные ответы, но и объяснить партнеру, почему они правильные. По мнению учителей, такой метод является намного эффективнее традиционного. Цели обучения, которые необходимо достичь на данном уроке, зафиксированы в учебной программе, а именно использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, составление конспектов, корректировать и редактировать имеющиеся недочеты в тексте, использовать знаки препинания в простых, осложненных и сложных предложениях. Цель панорамного урока... У кого-то включен микрофон. Цель панорамного урока – продемонстрировать метод перевернутый класс на уроках русского языка и литературы. На начало урока необходимо создать благоприятную психологическую атмосферу для включения в деятельность и для создания коллаборативной среды. Я приветствую ребят, а они в ответ приветствуют меня. Был использован прием эстафета добра. Далее необходимо было активизировать мышление учащихся. На этом этапе с помощью платформы Learning Apps я предложила ребятам выполнить задание викторины, состоящей из 8 вопросов. Данное интерактивное упражнение служит для закрепления итогов пройденного материала и запоминания основных понятий по синтаксису. Оценивание идет по дескриптору. Следующий этап – это опережающее задание, целью которого являлось сравнение научной статьи и видеоролика «Книги в нашей жизни». Данную статью и фильм дети просмотрели и изучили дома. Суть статьи и видеоролика в том, чтобы подвести детей к осмыслению значимости книг в нашей жизни. Тем более, что в настоящее время подростки отдают предпочтение гаджетам, нежели художественной литературе. К большому сожалению. Сейчас очень редко встретишь читающую молодежь. По содержанию статьи и видеоролика дети выполняли задания в группах, а именно первая группа определяла стиль и целевую аудиторию научной статьи и видеоролика. Вторая группа определяла композиционные части и типы текстов. Все это они записывают в виде краткого конспекта. Формативное оценивание осуществлялось по дескрипторам и сопровождалось комментариями учителя. Данное задание позволило учащимся работать со сплошным и несплошным текстом, а именно выявить основную мысль текста, его композиционные части.
По итогам данной работы учащиеся определяют полезную информацию из обоих источников и делают выводы в устной форме. Так как это перевернутый урок, он предполагает самостоятельную активную деятельность учащихся, где учитель выступает в роли тренера или консультанта. Следующий этап – это работа в группах, защита постера, целью которого является умение предоставить информацию в различной форме, анализировать, сопоставлять, высказывать свою точку зрения и аргументировать свой ответ. Конечно, в основном такой вид деятельности очень часто проводится на уроках литературы, где можно проявить фантазию, красочно все преподать, но и в русском языке творческий подход тоже никто не отменял. Результатом работы становится не только сам постер, реальные знания или умения, важен сам процесс достижения истины и создания творческого продукта. Копи-группы составляли сложное предложение, находили грамматическую основу, определяли значение данного предложения и выполняли схемы. Далее они объясняли у доски виды предложений. Так, уважаемые коллеги, я сейчас предлагаю вам краткий эпизод данного задания. От надвигающихся туч в комнате темнело. Предложение делится на две части и сложно между собой информационно. Союзом предложения вычисления соответствует одновременно и последовательно Здесь мы видим, одна группа составила бессоюзное сложное предложение, определила его значение, они составили схему, а на следующем видео ребята составили сложно сочиненное предложение со значением противопоставления и переделали его в бессоюзное сложное предложение. На данном этапе видно преимущество групповой работы, что в совместной деятельности можно справиться с более сложным заданием и, конечно же, развить определенные навыки. Далее, следующим этапом у меня идет редактирование текста. Редактирование текста. Что же такое редактирование текста? Это процесс внесения исправлений и добавлений в текст. Редактирование текста я считаю творческой работой, потому что редактор – это человек грамотный, отлично знающий литературный язык, умеющий применять все обилие лексики, стилистических средств для придания тексту яркости, понятности и интересности для читателя. Именно такое упражнение «Отредактируй текст» я дала в группе. Каждой группе дается текст, в котором намеренно допущены орфографические, стилистические, грамматические ошибки. Цель данного задания – уметь находить и исправлять данные виды ошибок, объясняя при этом орфограммы. Обращает внимание на правильное употребление предлогов предложения, после чего учитель проверяет оба отредактированных текста и оценивает каждую группу своим комментарием. Далее, следующий этап – это распределительный диктант. Суть распределительного диктанта в том, чтобы, сопоставляя предложения, распределить их по заранее определенным группам в соответствии с заранее заданными критериями и признаками. Итак, эту работу я провела на платформе Learning Apps, в котором предлагается правильно распределить на две группы
простые предложения и сложные. Это упражнение помогает обобщить знания по теме синтаксис сложного предложения. Такой вид работы также помогает сэкономить время и быстро оценить работу на любой стадии выполнения. И, наконец, рефлексия урока. Это немаловажный этап. От нее зависит, как вы будете планировать свой следующий урок. Процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна проверить не только личность самого себя, но и окружающими людьми. Таким образом, рефлексия на уроках – это совместная деятельность обучающихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика. Я ее провела с помощью Google формы, преимущество которой заключается в том, что это очень удобный онлайн-инструмент для создания форм обратной связи. И его можно проводить на разных стадиях урока. Мною были подготовлены 3 актуальных вопроса по уроку. Первый. Что вы ожидали от урока? Второй. Какие этапы урока вы считаете наиболее удачными? И третье. Какой этап урока вам показался непонятным? Ребята присылали свои ответы по ссылке, которую я заранее отправила им. И вот вы можете это увидеть. И после чего выходит такая диаграмма, где виден уровень значимости вашей работы на уроке. И, наконец, домашнее задание. Детям было задано просмотреть видеолекцию на тему секреты синтаксиса и пунктуации. Как мы знаем, велик и могуч русский язык, и он несет в себе очень много интересных фактов. И именно в этом видеоролике они узнают много интересного и поделятся ими на следующем уроке. Прошу, спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Я очень рада, что мы были с вами. Уважаемые учителя, прошу вас перейти по программке. Сейчас будут показывать панорамные уроки учителя английского языка. Сейчас эта конференция закончится. Нужно перейти по ссылке, которая указана в программе. Маманова. Today I will demonstrate you my panoramic lesson. The theme of my panoramic lesson is flipped classroom method in teaching English. First of all, I would like to say what is this method. The flipped classroom inverts the traditional learning experience. Lectures are shared outside of class time for individual review as homework, and classroom time is reserved for class discussion and interactive projects. During class, teacher-guided discussions and activities require students to put the lecture materials into practice. Classroom time may be used for group work, comprehension tests, in-depth application of the subject matter, or open time for individual assignments, all with the added benefit of having a teacher and fellow students for problem-solving collaboration. The topic of my lesson is the Mausoleum of Aisha Bibi in the 8th grade. Learning objectives that this lesson is contributing to develop intercultural awareness through reading and discussion. Recognize the opinion of the speaker with a little support and non-support in extended talk on a wide range of general and curricular topics. Use a growing variety of conjunctions, including since, as to explain reasons and the structures such that in giving explanation on a range of familiar, general, and curricular topics. Lesson objectives follows from learning objectives, and my lesson objectives are:
Read the text, express an opinion for given topic, be able to use the structure so such that learn, understand, and use main vocabulary of the topic. Explanation of new material takes place at home. According to the teacher's opinions, this approach is more effective than the traditional learning. Phrases, wishes for the lesson, in order to motivate them for the lesson. After that, I have introduced students with the assessment criteria, where and what should they reach. Also, the tasks were presented. As you have seen, the students worked in 3 groups. I have divided them before starting the lesson into 3 groups. Group work can be an effective method to motivate and encourage active learning and develop critical thinking, communication, and decision-making skills. For task 1, I have chosen differentiated method. Using of this method allows teachers to give pupils of all capabilities in all conditions the best chance of learning. All students have. The first task was aimed at checking the grammar. This task was completed on an interactive and educational platform, Learning Apps. Each group received its own task. Group 1 filled gaps. Group 2 unscrambled the sentences. Group 3 listened to the text and changed the sentences with using structure so that and such as that. You can see on this slide. So next step was task number 2. This task was aimed at understanding and using new words. Each group received 4 words after they made up sentences using the new words. Students did the task in groups, discussed, and checked according to the descriptor. Here you can see their works. They made up sentences with new words. There were, of course, some mistakes. We discussed these mistakes. So the next step was task number 3. This task was aimed to develop critical thinking of students. Change the end of the legend into their own version, use new words, use grammar structure, and use from 30 till 80 words in their speech. The second group chose question, what would happen if Aisha and Karahan didn't meet? And the descriptor was changed the plot of the legend into their own version, use new words, use grammar structure, and use 30-80 words in their speech. And for the third group, we're given question, what would happen if Aisha and Farhan lived in modern life? And the descriptor was change the legend into modern version, use new words, use grammar structure, use 80-30 words. After completing the task and checking, we used some method of evaluating. Reflection. Reflection is an obligatory stage of the lesson. Reflection helps the children not only to realize work, but also to build a logical chain, systematize the experience gained, compare their success with the success of other students. The reflection was carried out in writing by filling in gaps on the cards. I gave them cards and students received their home task. So I have finished my panoramic lesson. I suggest you listen to my colleague's speech. Thank you very much for your attention. Hello, dear colleagues. My name. Today I'll present you my lesson, Our Health Germs, for the 6th grade.
The theme of panoramic lesson is the using of interactive methods and educational resources in an English lessons. Also, plan their actions, learn to work in groups, and also evaluate the results. The lesson objectives follow from the learning objectives. At the lesson, all learners will be able to read and listen for specific information. Before starting the lesson, students will be introduced with the lesson objectives. Also, the class divided into 2 groups using the method puzzle. The name of the first team was germs and the types of germs. The name of the second team was healthy habits. Working in groups, the students learn better by discussing and questioning each other's opinions. After that, home task checked on the platform Google Classroom. The evaluation rating displayed on the site. Google Classroom is a feedback on their work. On the next presentation, you see our works with new words. Students watched the video with definitions, pictures, and the pronunciation of new words. The advantages of the work with definitions are that the students develop their logical and thinking skills. There is also the skill of reading, because in the limited period of the time, the students need to understand the main idea of the definition. For the first task, students should match the definition of the words. Students did this task on the site word wall. An excerpt from the lesson. Is you right? Okay, the next. Сборная США оформляет второй гол в этой игре. Container and objects such as a box or bottle that is used for holding something. This is. The next, the last word. Dish was Diana. Come to that one. Read. A clothes I think for use it. Yes. Use it. Yes. For washing dirty dishes. Okay. Very good. Now let's check. On the next step of the lesson, students saw the video material from the YouTube. Read, well done. I evaluated the learners. I chose the task of answering true or false to check the understanding of the specific details. The assessment criteria will be also presented. I think that it is a good idea to show the assessment criteria before doing the task, because students may see what they need to strive for. That's why the assessment criteria will be presented before each task.
I'm sorry. So the next step of the lesson is a project work. This task is created to check the students' speaking skills. The students of the first group presented the post about germs, types of germs. The second group worked on that how to protect of them. The main idea of this task is prepared a poster using the method DEAL by answering questions on the assignment criteria. Students should have the conclusion of with their opinions. Making a project is the most difficult part of the lesson, which develops the ability to get to work and to choose necessary information. In order to improve critical thinking, students should evaluate each other's. Now, pay attention, an excerpt from the lesson. We must wash our hands when they look dirty. We use our hands after touching animals. When someone coughing and sneezing, we should wear napkins. Germs are very small living things that causes disease. Times of there are four types of germs. Please name them. This is serial killing organisms after quickly and isolate both inside and the outside the body. Yes. After using the toilet or cooking These protozoa are single-cell organisms that are dermos and decisses water. This is multicolored organisms are plant-like. They live in water, soil, and plants, or even the air. Like bacteria, they obtain food from. For the conclusion task, I chose the task finding the missing words. This task is connected with the new words and with all information they had get during the lesson. Students did the task on quizzes. Learners will get instant feedback on their work. This task develops their logical and thinking skills. There is also the skill of reading, because in the limited period of the time, the students need to understand the main idea of the text. Here you can see their feedback. On the next presentation, you can see reflection of the lesson. Reflection helps the students to realize the achievements of the lesson. It also helps the teacher to plan the further achievements to help the students. For reflection, I have chosen the method 2 stars and 1 wish on the Padlet board. As you see, the students gave feedback of the lesson. The last step is showing the results of the groups by naming the marks of the lesson and giving home task. Summing up, I want to say that educational resources provide great assistance in learning foreign languages. The purpose and the importance of learning resources is make lessons interesting, learning easy, and enable teachers to easily express concepts. Effective educational resources make positive connections with learners' knowledge, experience, and identity. So I have finished to present my panoramic lesson. Thanks for your attention. Уважаемые коллеги, мы просим извинения за технические неполадки, за паузу, которая произошла во время семинара.
Уважаемые коллеги, от имени администрации школы номер 27, от имени методического объединения учителей русского языка и литературы, английского языка хотим сказать спасибо за участие в сегодняшнем семинаре. Свои отзывы, пожелания и рекомендации мы просим оставить, пройдя по ссылке в графе «Обратная связь», которая имеется в программке, которую мы вам отправили. Большое всем спасибо. На этом наш семинар подошел к концу.